Комик КВН. За последние годы он оформился в региональное общественное движение, получил эмблему. Заявок на выступление становится все больше, уровень, как говорят, растет. Что не конкурс, то аншлаг. Однако многие отмечают, что молодежи в командах мало. Об особенностях коми-юмора Ольга Ануфриева. Послушаясь, я не лешаясь, я дашаясь. С чувством юмора у представителей коми все в порядке. Последний фестиваль КВН это только доказал. Сами участники заявляют, их шутки – это не сарказм или сатира. Это именно юмор. И жаль, что на русский язык его перевести крайне трудно. Вот видно, это пукшерный сурдоперевод. Попробуйте коми-шутки перевести на русский. Вы не сможете. Наш юмор очень добрый, хороший. Наши люди не стараются кого-то обидеть или задеть. Мы просто хотим раскрыть какую-либо ситуацию, плохую или хорошую, или удивительную. Но точно не со зла. Еще нам охота показать, чем живет человек. А искать юмор в своей жизни – это самое сложное. Юмористы коми на КВН собираются раз в 2 года. Впрочем, в промежутках между фестивалями веселые и находчивые регулярно встречаются на так называемых юмористических вечерах. Тематические вечера мы устраиваем часто в Сыктывкаре, называется «Рак-Астан». Вечера посвящены отдельным районам, они рассказывают свои юмористические истории. Таким образом и развивается КВН. Во многих районах клубы превратились в целые объединения веселых и находчивых. Они состоят из младших и старших команд. Причем очень часто в их составе есть руководители различных учреждений и предприятий. Играют в коми КВН даже русские. На конкурсах им, конечно, приходится несладко. Текст они заучивают наизусть, а чтобы понять суть шутки, просят своих комиязычных коллег не просто перевести, а объяснить, что смешного в той или иной ситуации. Конечно, команда есть роч. У нас в команде есть русские, они, конечно, заучивают текст наизусть, но при этом очень стараются сыграть, чтобы зрители поняли шутку. Гостям из коми Пермяцкого округа в этом плане проще. Языки у нас похожи, так что сыктывкарские зрители принимают команду соседей на ура. Пермяки уже несколько раз приезжали в столицу республики и подметили, у нас коми КВН более возрастной. Просто шутки немного отличаются. Здесь другое поколение, и шутит оно по-другому. У нас команда помоложе, и юмор немного другой. Возможно, очень скоро пермяцкий юмор станет ближе к зырянскому. Составы наших команд, пусть пока медленно, но тоже молодеют. Скажем, Миша Пыстин из Ижемского района пошел по стопам отца и тоже начал играть в КВН. Сцены не боюсь, шутить умею, как папа. Но коми-юмор – это не только КВН. Уже много лет читателей радует журнал «Чушканзы». В переводе с коми «Оса». Сегодня подобных изданий в России всего 3. Помимо нашего – татарский «Чаян» и марийский «Подчемыш». «Чушканзы» живет уже более 50 лет, но по-прежнему остается современным и востребованным. Рубрики постоянно обновляются, а свои работы в редакцию отправляют авторы со всей России. Сегодня о журнале «Чушканзы» знают не только на территории республики Коми, но и далеко за его пределами. Это можно заметить по публикациям, по географии авторов наших. У нас очень много художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана. Даже у нас автор есть Украины. Ну и писательский состав у нас довольно распространенный, большой, такой обширный. По географическим показателям это Ижевск, Самара, Сочи, Москва, Питер, Волгоград. Журнал с юмором, а иногда и сатирой рассказывает о жизни в республике. Причем в издании есть блог даже для самых маленьких. Ситуации, описанные в Чушканзы, взяты из обычной жизни. Благо тому, кто смотрит на мир с улыбкой, она подсказывает массу сюжетов. Наши люди в жизни, даже иногда сами того не замечая, говорят смешные вещи. Они не задумываются над тем, что делают, а ты слушаешь их и думаешь, надо это записать. Пригодится к следующему выступлению. Вот так, сами того не подозревая, жители республики помогают коми-КВНчикам писать сценарии к новым выступлениям. И, возможно, потому и смеются взахлеб, что узнают в смешных сценках себя или своих знакомых. Ольга Ануфриева, Олег Юшков, Константин Стратиенко о коми-юморе, цель которого – насмешить и никого не обидеть.